Сегодня в Министерстве обороны прошла торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих роты молодого пополнения, в которой принял участие весь личный состав оборонного ведомства. Мероприятие проходило на территории военного городка Министерства обороны в торжественной обстановке при государственном флаге Республики Южная Осетия и знамени вооруженных сил. На церемонию были приглашены руководство республики во главе с президентом, руководители органов государственной власти, общественных организаций, родственники новобранцев. Я клянусь беречь и примножать боевые традиции прославленных защитников Родины. Я клянусь добросовестно изучать военное дело и бережно относиться к народному добру, всеми силами способствовать сохранению нашего национального достояния. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара и всеобщее презрение народа. С напутственной речью перед новобранцами и их родственниками выступил верховный главнокомандующий президент Анатолий Бибилов. Сегодня вы сделали шаг, который определяет вашу дальнейшую жизнь. Жизнь на год, определенно для защиты нашего Отечества, нашего народа. Принятие военной присяги является клятвой на верность служению своей Родине и своему народу. Уверен, что каждый из вас будет бережно относиться к военному имуществу. Каждый из вас будет изучать военное дело должным образом. Каждый из вас будет владеть в совершенстве тем вооружением и той техникой, которой вы будете заниматься, которая есть на вооружении Министерства обороны Республики Южная Осетия. Глава государства призвал новобранцев с честью и достоинством соблюдать великие традиции, передаваемые ветеранами Великой Отечественной войны. У вас есть достойные примеры, которые вам должны позволить с честью и достоинством нести имя защитника Отечества. Сегодня, в этот день, во время Великой Отечественной войны, было начато контрнаступление под Москвой, которое изменило ход боевых действий в этой войне, войне нашей, отечественной. В ноябре каждый раз мы отвечаем День мужества, которые показали старшее поколение, начиная с 1989 года и вплоть до 2008 года, а те солдаты, которые стоят в строю, дальше продолжают эти традиции. Сохраняют ценности, которые нам передают ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Отечественной войны Южной Осетии, ветераны вооруженных сил Республики Южная Осетия. От имени родителей перед новобранцами выступила Алла Бестаева и пожелала им здоровья и крепости духа. Сегодня наступил новый период вашей жизни. С этого момента вы стали настоящими воинами, защитниками своей Родины. Мы гордимся вами. Соблюдайте воинский устав и с гордостью носите форму. Мы уверены, что будете храбрыми, честными и бдительными воинами, с честью и достоинством исполнять свой воинский долг. В свою очередь курсанты пообещали, что с честью будут проходить военную службу. Курсант Бестаев Давид Тамазович, горжусь тем, что сегодня вместе со своими товарищами приведен к военной присяге и нахожусь в едином строю защитниками Родины. Прохождение военной службы – священный долг каждого мужчины, и нам выпала честь оберегать и охранять нашу Родину. Мы будем защищать нашу Родину с честью и достоинством. От всего личного состава выражаю слова благодарности офицерам и сержантам за каждодневный труд, за знания, умения и навыки, которые они нам преподали. Заверяю, в дальнейшем мы будем повышать свое мастерство. Напоследок, хотелось бы выразить слова благодарности родителям, родственникам, друзьям, которые сегодня пришли поддержать нас. Для нас это очень важно. Спасибо вам большое. Мероприятие завершилось торжественным маршем по плацу, после чего глава государства в сопровождении министра обороны Ибрагима Гасеева осмотрел учебные классы и казарменные помещения нового здания батальона специального назначения.
Эдея Ефимкина, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня.